блядь! Больно! Вытащите меня отсюда! Серега! Я тебя уволю нахуй, блядь! Что ты стоишь, блядь? Толь, ну потерпи ты! Я сейчас тут разнесу все нахер! Вытащите меня отсюда быстро, бля! Че вы стоите, сука, бля? Кто взрывчатку закладывал, бля? Я спрашиваю, кто закладывал взрывчатку? Палыч, ты, сука, бля? Это из-за тебя я здесь лежу, сука, бля. Иди нафиг отсюда, бля. Эх, сука, что ж вы за люди такие, бля? Человек умирает, а вы стоите, бля. Всех, сука, уволил, всех. Ах, бля, бля. Никаких объектов больше, твари. Ну, что же вы стоите? Ну что там? Ну 7 часов его искали. Если сейчас вытащим, почки не откажут. Ну ты сам понимаешь. Жену бы его повезти сюда. Я все понял! Хапнуть решили, а меня у корыта оставить, да? Вот вам, суки! А ну быстро достаньте меня! Кому сказал, я здесь уже околел? Толян, мы же просили тебя не ехать, остаться! Ты своим упрямством до могилы всех нас доведешь! А ты меня не лечи, умник! Сразу не мог мне про эту плиту сказать, да? Не хотите работать, так сразу бы сказали. Я других бы нашел. Ты можешь не орать! Директор, бля! Вечно тебе нужно все и сразу! А ты вообще рот свой закрой! Это из-за тебя я здесь лежу, тварь!
Петрович, хули они у тебя тут делают? Че, они работают у тебя тут вообще? Ну-ка, живо быстро меня достаньте! Толян, что такое дело? Какое еще дело? Да подожди, ты выслушай меня. Ага. Тебя зажало очень сильно. Если мы поднимем плиту, тебе останется жить всего 15-20 минут. Да, конечно. Да, пока эта глыба на тебе, ты жив, понял? Понял. Я все понял, ты с ними заодно. Ну и сколько стоит зарыть меня, а? Ну что ж, твари, подавитесь вы своими деньгами. Чего ты мелешь? Ты себя слышишь? Как у тебя язык поворачивается после всего прожитого такое говорить? Да. Да я за тебя последнюю рубашку отдам, придурок. Тебе осталось жить всего-то чуть-чуть. Прощай. Прощай. Да я эту плиту сам подниму. У меня завтра в Москве встреча, а в среду собрание по делу, которое вы меня отжать собрались. Давайте пилите плиту, крысы! Да ты сдохнешь тут же! Ты меня не слышишь? Все, баста! Твое время пришло! Уйди достойно. Рано хороните! Да пошел ты. Оксан! Оксан, скажи им, чтоб достали меня отсюда. Толя, это невозможно. Что? Что? Да ты тоже с ними, что ли? А? Или с ним? Думаешь, я не видел, как он на тебя смотрит? Думаешь, не видел, как он на тебя смотрит, да? Я все понял. Я все понял. Толя, остановись. Толя, хватит. Тебя не будет больше, Толя, все. Толя, все, финал, все, не будет всего этого, понимаешь, все. Не ори. Толь. А вот скажи мне, вот что ты сейчас делаешь, а? Ты ищешь виноватых, Толя? А скажи мне, кто виноват, Толь? Ты сам виноват, понимаешь? Ты во всем виноват, ты что думаешь? Ты что думаешь, если бы я налево ходила, я бы тебе сейчас все это выговаривала, да? Ты башкой своей подумала? Ты головой своей подумала? А куда девать двоих детей тогда? Они со мной останутся, Толь. Толь, ты же практически в гробу, ты ревнуешь, Толь, тебе не смешно? Ты глаза свои открой. Посмотри на меня, Толь. Ты умираешь, что ли? Ты умираешь, я тебя люблю. Ты обо мне подумал? У меня же теперь комок на всю жизнь должен оставиться. Ты подумай, что и детям сказать надо любить. Что значит недолюбил? А что такое любовь, Толя? Вот скажи мне, Толя, что такое любовь, а? Ты что думаешь? Вот скажи мне, ты что думаешь, ты всех купить можешь, да? И детей тоже ненужными подарками? А ты знаешь, что у Никиты со здоровьем, а? Ты на него один раз так гаркнул, что он заикаться начал, и все стерпел, все схавал, весь у меня. Да тебе наплевать на всех только.
Конечно, надо было до смерти дождаться, чтобы все это тебе сказать. А Кристина, а? Ну, давай подумай. Кристина. Каждый вечер меня спрашивает, где папа, где папа? А что я ей скажу, где папа? Да не ори! А папа к очередной бабе поехал, да? Не ори, я И сказал! забыл про ее день рождения, да? Ты меня, видимо, не понял, Толя. Знаешь что? У меня не будет другой возможности тебе все это сказать. Ты, видимо, еще этого не осознал. Ты мне скажи. Вот ты мне скажи, а вообще зачем все это было, а? Вся эта фирма, бизнес, партнеры, друзья, которые с тобой только из-за твоих денег. Да, то ли из-за твоих, потому что дома у нас как стояли старые родительские диваны и пачка пельменей в холодильнике, так и стоят, ничего не изменилось, ты понимаешь? А вот скажи мне, Толь, ты для кого это все делала, а? Мы разве об этом не читали, Толь? Ты мне все подожди, подожди, подожди. Сейчас все будет, а ничего не будет, Толь, понимаешь? Ничего! Я это знала. Я это чувствовала. Дура верила. Думала, сейчас, Толя, работать, скоро заживем. Все в бизнес, пусть двигается. А мы с детьми, а мы потерпим. Натерпелась, блядь. Не ругайся, я сказал! Оксан, не ругайся! Не ругайся. А мне все равно, Толь. Мне вот сейчас, мне все равно, мне вот скажи мне, вот перед кем выделываться сейчас, а перед кем мне выделываться? Сейчас все будет, Толя, на ноги встанет. Скоро можно будет отдохнуть, маме дом отремонтировать. Только знаешь, Толь, пока мы ждем, жизнь проходит, Толь, понимаешь? Она проходит мимо. Сколько раз мы хотели съездить к маме? Сколько раз мы хотели съездить к маме, скажи мне? А люди, близкие наши люди, они моложе не становятся, Толь. Толя, они иногда умирают. Не дождалась мама. Некому теперь дом ремонтировать. А папа? Я уже вообще молчу, понимаешь? Я молчу. Он уже сам начал к нам приезжать. А почему? Почему? А потому что у Толи, блядь, партнеры! Ему надо стол накрывать! Ему надо глазки, блядь, строить! Не трогай меня! Не ори, Оксана, спокойно. Толь, Толя, вот скажи мне. Вот скажи мне. Вот когда все изменилось, Толь, вот скажи мне. Вот скажи мне, Толь, вот когда мы с тобой поменялись, Толя, скажи. Толя. Толь, так, спокойно. Скажи мне, а вот куда делись эти горящие глаза, Толь? А этот задор, который был в институте. Ну ты помнишь, но мы же могли с тобой, мы же могли всю ночь гулять. Потом весь день провести на экзаменах, потом снова пойти гулять. Толь, вот когда все изменилось, вот скажи мне, вот в какой момент, Толь? Вот я не понимаю. Вот скажи, в какой момент, а? Не знаешь? Ты не можешь мне ничего сказать, да? А я тебе скажу, Толь. Я тебе скажу. Помнишь? Вот вспомни, мы с тобой очень плохо жили. Ну,
Одну гречку ели, помнишь? Одну гречку ели и еле сводили концы с концами. И твой друг позвонил, друг твой, вот вспомни, друг твой позвонил и сказал. И сказал, что нужно, есть объект, нужно сломать, ломать не строить. Денег много, нам с тобой на полгода вперед хватит. Ну, вспомнил? Да. Вспомнил, да? Как ты тогда оживился, да? Да. Как ты обрадовался, Толь. А я тоже. После недельной голодухи, Толь. А до этого знаешь, что было, Толь? Я в церковь начала ходить. Я верить начала, Толь, понимаешь? Потому что невыносимо было. Смотришь на детей, а на душе кошки скребут. Жрать нечего. Ночью просыпаешься в холодном поту от боли в животе. Наш батюшка нам тогда продукты стал давать, деньги. Сказал, терпи, говорит мне, терпи, испытывает тебя Господь. Боженька, испытывает. Я, то ли знаешь что? Я молиться начала. Для этого не умела. Молиться начала своими словами, как могу. И знаешь, стало что-то меняться. Меняться стало, понимаешь, возможности появились, Толь. Возможности появились. А потом, батюшка мне сказал, я помню, он мне сказал, держись, говорит, испытывает тебя Господь, еще больше будет испытаний, держитесь. А только как пошли у тебя успехи, Толь, так и забыла я про Бога. А зачем он мне нужен, Толь, когда все хорошо? Зачем он мне нужен? А вот это начало конца было, Толь. Потому что не туда мы пошли. Мамону мы выбрали, Толь. Толь, а что, подожди. Толь, на день рождения не хватает, дай в долг, пожалуйста. У друга юбилей, поехали, пожалуйста. Только это за чьи деньги, Толь, за твои. Только знаешь что, они наколдырились и на утро забыли. А ты, Толь, ты, вот эти самые деньги, ты же потом и кровью отбивал, помнишь? Поехали к родственникам, Толя щедро дарит подарки всем, да, сорит деньгами, да? Они вьются вокруг тебя. Они вьются, они чуть ли не за Бога тебя считают. А тебе нравится, да? Они вьются вокруг тебя, да? А ты чуть ли не сверхчеловек стал, да? Только на душе от этого то ли не легче корону, вот выше крыши трактором не снесешь. Взгляды свысока, да, Толя? Насмешки, советы наглые. Ложь-то все, Толь. Пустота, вилла не по воде. За душой ничего не осталось, Толь, понимаешь? Ничего! Да. Что да? Да, Оксана. Что да, Оксана? Не ори, пожалуйста. Что не ори? Ты знаешь что, Толь? Ты знаешь что? Вот с тех пор, как мы плохо жили, все так же, понимаешь? Все так же. Ты мне всю душу вынул. Понимаешь? Я не могу так. Ты мне всю душу вынул. День, ночь. Я забыла, какой день недели. Я забыла, какой день, понимаешь? Да. Что да? И знаешь что, Толь? Что самое интересное? Знаешь что? Что я это все терпела. Потому что другая давно бы собралась и ушла. А я, Толь, терпела. Я знаю, что я даже жить не хотела, Толь. Потому что это не жизнь. Понимаешь, я только из-за детей живу. Сволочь ты, Толь. Ясно тебе? Ты сволочь!
Дядь Коль, а вы с Оксанкой пожениться решили? О, ну что, пропал пацан. Так, дядь Коль, так это ж ваша дочь-то. Ну вот я и говорю, был пацан и нет пацана. И ушел. Твоя мама даже на кухне кастрюлю уронила. Они потом с отцом 2 недели не разговаривали. А помнишь, Оксан, ты, как мы с тобой на выпускном танцевали, ты мне все время на ногу наступала, помнишь? А потому что кто-то не хотел ее упорно убирать. Оксан, слушай, а станцуй, а? Ну, Оксан, Да не буду я. ну станцуй. Ну тебя ж не каждый день полупокойник просит. Ну я буду первый. Ну станцуй, а? Оксан, а помнишь, как ты с разбитой головой прибежала? У нас тогда еще старая 9-ка въехала. Прям в ту сторону, где ты сидела. Вся лобовуха вдребезги. Меня начальник ГАИ вяжет, а тебя в больницу увезли. А ты через полчаса прибежала. И давай на всю улицу орать, что я не виноват, что это он. Куда все делось? Ты же ради меня прибежал. Ради меня. Как я мог всего этого не замечать? Прости меня. Прости. Я же хотел как лучше, чтобы жили как люди, чтобы ни в чем себе не отказывали. А получилось так, как будто бы не было ничего. Помню, как первый снос отпраздновали. И понеслось. И понеслось. Я думал, у меня все получается. Кто на меня эти розовые очки одел?
Я не хотел тогда орать. Он к розетке лез. Вот так вот. Оксан. Люблю я наших детей. Больше жизни люблю. Только, может быть, не получилось показать как. Скажи им, что не обижались на меня. Серег, ты тоже не держи зла на меня. Не каждый ж день в такой ситуации оказываешься. Люблю я тебя, брат, и никогда не забуду. Рулите тут без меня. И Оксанке помогайте. Не зря ж мы это все тут затеяли. Мама твоя, наверное, крышу еще ждет. Может, она ей еще там нужна. Ничего, поднимусь, поправлю. И папа созвал меня на рыбалку перед смертью. Может, чувствовал. Хотел что-то важное сказать. А я так не приехал. Ничего, пап. Скоро встретимся. Ну как говорят, Оксан, я ведь тоже в церковь ходил, исповедался. Батюшка меня ругал да улыбался, когда из похмелья приходил. А когда в 100-й раз сорвался, обещал не грешить. Понял, что больше не приду. Стыдно. А зачем Богу такой бес? А? Ну так, как там говорят? На все воля Божья. На все воля Божья. Давайте, пилите. Пилите, мужики.